Отец Исаак, сейчас достаточно часто можно слышать такое, что дети ничем не обязаны своим родителям. Во-первых, мы обязаны тем, что они нас родили, да? И мы уже должны благоговейные отношения. Я знаю одного человека, который говорил так, что вот как я должен относиться к своей маме, которая мама хотела, скажем так, избавиться от меня. Но его тетя уговорила его маму оставить его в живых. И он благодарен и маме, и тете, да? Вот, и получается, он всю жизнь благодарен этим двоим людям, потому что была какая-то трудная ситуация, в которой мама могла избавиться от ребенка, и он бы не родился бы просто, да? Вот. И тогда мы действительно можем ли говорить, должны ли перед родителями? Можем сказать, что да. Я не то, что в долгу, но то, что в тяжелой какой-то ситуации, да, родитель сохранил ребенка. В этом месте можно сказать, что действительно он подумал не только о себе, а о ребенке. Сколько сейчас очень много современных молодых людей, да, можно сказать, да что там такого? И спокойно совершают аборты. Это вот одна сторона. А дальше бывает ситуация такая, а как воспитывать ребенка, да? И тогда, получается, есть родители, которые отказываются от своего ребенка, его подкладывают, как это было в древние времена, там кому-нибудь, какому-нибудь богатому человеку, или при монастыре раньше прикладывали. Или сейчас бывают такие бэби-боксы, да, и там оставляют детей. Но нет, родитель оставил в живых одно дело, а во-вторых, он еще и решил все-таки воспитывать этого ребенка, да. И это действительно, тогда мы понимаем, что ребенок был как не просто там, какой бы там проект, не проект, но родители, во-первых, кто хотел ребенка и ждал его долгожданного, одна сторона. Другая сторона, если в тяжелой ситуации, да, родители все-таки все равно решили родить и оставить его, еще и воспитывать его, еще и поднимать его, да, то тогда мы понимаем, что сколько, скажем, там, может быть, слез пролила мама, да, сколько там каких-нибудь тягот она пронесла, когда ребенок там болел. Конечно, всякое сердце мамина, оно переживает, когда ребенок ночами там болеет, или там она не знает, как с одной болезнью в другую. Поэтому должны ли мы перед родителями чем-нибудь? Мы должны их любить, наверное, и благоговеть. Должны родители почитать, так как вот было еще сказано, да, почитать своих отца и матерь свою. Но это не значит, что кто-то там должен, как сейчас любят, говорить, что как в ответ, да, там, сколько ты мне сделал, давай я тебе столько же буду делать в старости, да. И бывает даже сейчас в современной юридической ситуации, когда, допустим, отец оставляет ребенка, но платит алименты, да. Вот. А бывает такое, что в какой-то момент там родители в обратку просят алименты, чтобы дети, скажем так, заботиться о старых родителях. Оно превращается в такую вот неестественную, какую-то такую вот, ну, вот я тебе, ты мне. Это не должно быть так. Наверное, скорее должно все было естественно. Потому что если родители любят детей и в любви их воспитывают, то я уверен, это обратная связь будет, что и дети будут любить своих родителей, и, соответственно, благочестиво относиться к своим родителям и, скажем так, к родителям будут относиться с почитанием.